Еще одна знаменательная дата уже для татарской национальной культуры. 80 лет исполнилось Государственному театру драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Свою историю они начинали в далеком 1933-м. Это был передвижной коллектив, который колесил по городам и селам, принося свое творчество и радость в самые отдаленные уголки республики и страны. Наверное, поэтому и по сей день в постановках этого театра особый дух, особая душа, особая близость к народу. Сегодня, 80-летие, коллектив встречает в современных условиях в историческом здании. Какие тайны скрывают стены Тинчуринского и чем живут артисты, нам расскажет Екатерина Сударева. Театр возник по призыву Первого всесоюзного съезда колхозников-ударников в 1933 году по личной инициативе Карима Тинчурина. Сначала был филиалом Татарского государственного академического театра. За годы коллектив прошел большой и трудный путь становления от колхозно-совхозного до республиканского передвижного и, наконец, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. За 80 лет истории театра Тинчурина было немало трудных периодов. Пожалуй, самое сложное время военное. Тогда, в 1941-м, на фронт ушли все актеры-мужчины. Но театр не закрылся, продолжал работать. В новое время серьезным испытанием для театра стал большой ремонт. Здание Тинчуринского построили в 1850-м. Директор Фанис Мусагитов вспоминает, сначала здесь хотели сделать лишь косметический ремонт, но оказалось, что этого недостаточно. Первый ремонт мы начали в 2006 году, но сначала хотели только так косметический ремонт, когда вот наш президент Рустам Нургалиевич пришел и начал обход делать первый раз. Думали вот косметический ремонт сделать, подкрасить, но когда уже начали скрывать полы и скрывать, так скажем, стены, он сам посмотрел и сказал еще углубленнее делать этот ремонт. Капитальный ремонт делали 3,5 года. Полностью поменяли перекрытие, обновили стены и потолки. Вложенные труд и средства не были напрасными. Этот зал был захламлен. Здесь находились несколько служебных кабинетов. Когда снесли перегородки, расчистили пространство, стало слышно, как от стен уникальным образом отражается звук. Там великолепная акустика средневекового храма. Поэтому грех не использовать ее. Я долго облизывался на это пространство, думал, что нужно поставить какой-то спектакль. И когда пришел к выводу, что Шекспир и это большое фойе совместимы, премьера этого спектакля доказала, что да, мы были правы, когда выбрали это пространство для этого спектакля. Акустика средневекового храма идеально подошла для постановки «Гамлета». Здесь, в большом фойе, нет сцены. Зрители рядом с актерами, как будто принимают участие. В банке из-под селедки искусственные усы. Самый взрослый актер Тинчуринского Наиль Шейхетдинов готовится к выходу на сцену. Постановка «Гайфи Бабай. Женись давай». 72-летний артист играет Гайфи Бабай и уверяет, состариться помогают усы, а до 74-летнего героя комедии ему еще далеко. Ведь у актера всегда были поклонницы. В минувшую пятницу тинчуринцы принимали поздравления. Коллеги, друзья и, конечно, преданные зрители пожелали им творческого долголетия. Пища духовная, которую они создают, была и остается важным составляющим звеном татарской национальной культуры, как показатель достойного труда, признание заслуг старейших и молодых сотрудников. Режиссеры и актеры всегда ищут новое, вдохновляются старыми театральными традициями Карима Тинчурина и придумывают новые формы для постановок. Таким образом, эта сцена остается одной из любимых для ценителей искусства. Екатерина Сударева, Ленар Хабибуллин. Вести. Татарстан.